Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Вайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. На заметку тем, кто любит пить воду из пластиковых бутылок. Исследования показали, что в 1 литре воды из пластиковой бутылки находится до 200 тысяч частиц микропластика. Для сравнения, в том же литре воды из-под крана находится всего лишь до 5 таких частиц. Эти микроскопические частицы настолько малы, что могут проникать в клетки крови и даже в мозг. И этот процесс сейчас ученые связывают с развитием рака, нарушениями репродуктивной функции и врожденными дефектами. Хотя вода из-под крана в Словении считается одной из самых чистых в мире, многие продолжают использовать пластиковые бутылки, что негативно сказывается не только на здоровье, но и на экологии. Ученые рекомендуют пить воду из-под крана, а для многократного использования рекомендуют выбирать бутылки из безопасного материала, например, стеклянные или из нержавеющей стали. Кстати, кипячение воды снижает количество взвешенных частиц в воде. Я, между прочим, фильтрую воду в пластиковом кувшине. Вот вам в копилку еще одна фобия. Обычно в Словении чаще всего мы слышим о закрытии магазинов и об уходе торговых брендов с рынка Словении. Поэтому следующая новость не может не радовать. 13 сентября в крупнейшем торговом комплексе City Park Ljubljana открылся магазин итальянской косметики Kiko Milano. С 8 утра посетители смогли оценить более 1200 продуктов от данной декоративной косметики. Бренд сочетает доступные цены с модным дизайном и инновационными формулами, предлагая как базовые средства для ежедневного ухода, так и яркие коллекции для особых случаев. Надеюсь, что Kiko Milano пришли к нам надолго, а не из-за ошибок маркетологов, которые недостаточно хорошо изучили словенскую покупательную способность. На словенских дорогах появился загадочный путешественник, который привлек внимание местных жителей и пользователей соцсетей. Мужчина идет пешком в окружении овец, коз, 2 ослов и собаки. Практически как странствующий паломник, пришедший к нам из библейских рассказов. Люди останавливали его и пытались задать ему вопросы, откуда и куда он идет. Ни на один вопрос он не ответил. Возможно, просто не понимает словенского. Первые сообщения о нем поступили из Прикмурья. Затем его также видели в районе Словенска Горица. В воскресенье его заметили около Птуя. Личность странника остается неизвестной. По всей видимости, он идет из Венгрии. Но его конечная цель и маршрут остаются загадкой. Как вы думаете, куда и зачем он может идти? После матча между французской и словенской командой на чемпионате Европы по баскетболу французский спортсмен Сильвин Франциско пережил настоящий ад от словенских болельщиков. Угрозы, оскорбления и более 3000 сообщений ненависти российского содержания. В последние секунды встречи, когда победа Франции уже была обеспечена, а игроки обеих команд, включая Франциско и легендарного словенского баскетболиста Люку Дончича, уже обменялись рукопожатиями, Франциско воспользовался свободным пространством у словенского кольца и забил. Этот неожиданный бросок вызвал недовольство словенских игроков и зрителей. После матча Франциско извинился, пояснив, что хотел лишь улучшить разницу очков для своей команды. Однако реакция в социальных сетях оказалась крайне негативной. Представители французского спортсмена заявили, что он был невероятно сильно травмирован такой атакой, и, скорее всего, ему понадобится профессиональная психологическая помощь. Мне вообще непонятно, почему все так набросились на этого бедного Франциско, ведь формально игра еще не была окончена, и он имел полное право сделать свой последний решающий бросок. Хотя Словения считается безопасной страной, но здесь нужно быть начеку. В ночь с 8 на 9 сентября произошло 3 ограбления. В первом случае преступники вскрыли магазин инструментов и украли инструмент на 4000 евро. Во втором случае вскрыли ресторан и украли алкоголь на сумму 900 евро. В третьем случае вскрыли магазин и украли безалкогольные напитки на сумму более 200 евро. Так что на самом деле Словения не такая уж и безопасная страна. Кстати, здесь, возможно, прослеживается связь.
Возможно, это была одна банда. В первом случае украли инструмент, с помощью которого вскрыли ресторан, чтобы украсть алкогольные напитки и напиться. Ну и в третьем случае были украдены только безалкогольные напитки. Возможно, им просто уже хотелось опохмелиться. Практически в то же время в городе Виленье на парковке перед медицинским центром у одного из припаркованных автомобилей грабители сняли двери. Интересно, а в четвертом случае зачем им могли понадобиться двери? В Словении на ферме Бобнар в регионе Гореньска был зафиксирован шокирующий случай. 20 индийских рабочих трудились в крайне тяжелых условиях. Они работали по 250-300 часов в месяц при обещанной зарплате всего 4 евро в час и не имели права даже попить воды в течение 8-часового рабочего дня. Что уж там говорить о туалете. По контракту им полагалось получать 1270 евро в неделю, а фактически они получали всего лишь 790 евро в месяц. Жилье работников также представляло опасность. Рабочие ночевали на чердаке склада, а в самом складе хранился бензин и горючие материалы. Несмотря на то, что нарушения были зафиксированы и переданы в инспекторат еще летом, реакции властей и полиции не последовало. И рабочие, вынужденные искать защиту сами, обратились через СМИ к президентке Словении Наташе Пирц-Мусар. Надеемся, что Наташа им поможет. Возможно, даже предложит новую хорошую работу. Например, в Макдональдсе. Там хотя бы в туалет пускают. Друзья, если вы планируете переезжать в Словению и вам необходима помощь в поиске жилья и оформлению всех необходимых документов, пишите мне на электронную почту helga329@gmail.com. В словенском городе Марибор разгорелся настоящий скандал вокруг музыки и права на творчество. 9-летнюю девочку, игравшую дома на пианино, оштрафовали после жалоб соседей на шум. Эксперты считают, что действия полиции были необоснованными. Если ребенок занимается час или два в день, это абсолютно нормально. Игра на музыкальном инструменте – часть культурной традиции. Другое дело, если кто-то целый день играет на очень громких инструментах, например, на барабанах. Из-за постоянных жалоб и визитов полиции, например, семье музыкантов Кречич, пришлось переехать из квартиры в дом, чтобы дети могли спокойно заниматься музыкой. Директор Мариборской консерватории музыки и балета Хелена Мешко добавляет: «Музыка была с нами с незапамятных времен и остается с нами». А вы бы стали терпеть во благо культуры уроки игры на пианино у вас над головой? И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, а какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от плюс 12 до плюс 25. Малооблачно. Спасибо, Алиса. Люблю помогать людям и болтать про котиков. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!